Добрый вечер, дорогие телезрители. Седик Хлопчемякой. В эфире информационно-развлекательная программа «Молодежный формат». И вся наша съемочная группа, и мы, ведущие Илья Гатагажев и Залина Хаутиева. Мы продолжаем наше московское путешествие. Илья, скорее хождение по мукам. Весь задуманный нами проект в Москве осуществить не удалось. Поэтому часть материала мы привезли с собой, и сегодня вы его увидите. Что тебе запомнилось в поездке? О, впечатлений было много, обо всем не расскажешь, Илья. Помню в начале командировки, аэропорт, самолет и небо голубое. Ну и, конечно же, хорошие знакомства. Да, ну а сейчас я хочу, чтобы в начале нашей программы прозвучала хорошая песня. Ну а с сюжетами наших зрителей мы познакомим позже. Ну что, послушаем? Я знаю, будем вместе. Захочешь только если. И даже если ветер пройдет и не заметит, я подарю тебе море. Тысячу нет, миллионы разных цветов. И я подарю тебе песню. Ты из нее не выкинешь слов. Я слышу, рвется сердце. Куда от сердца деться? Побольше красок мне бы, чтоб написать на небе. Я подарю тебе море. Тысячу нет, миллионы разных цветов. И я подарю тебе песню. Ты из нее не выкинешь слов. Устал на счастье злиться. Пока ты есть на свете, я буду рядом где-то. Я подарю тебе море. Тысячу нет, миллионы разных цветов. И я подарю тебе песню. Ты из нее не выкинешь. Я подарю тебе море. Тысячу нет, миллионы разных цветов. И я подарю тебе песню. Ты из нее не выкинешь слов. Мы продолжаем нашу программу. Как нам сообщила диаспора, За последнюю неделю в Москве было проведено много мероприятий, в доме Цветаева прошел вечер, посвященный событиям 31 октября. а также большой праздничный концерт с участием звезд Кавказской эстрады. Самым приятным событием стала неделя высокой моды, которая ежегодно проходит в Москве. Вы спросите, при чем здесь неделя высокой моды? Дело в том, что наша землячка Хава Арапиева была одной из участниц этого грандиозного шествия моды, наравне с именитыми модельерами. Мода диктует свой стиль. Каждый из нас выбирает свой стиль одежды. И в этом нам помогают большая часть именитые модельеры, которые создают новый стиль, новые бренды и многое другое. Одним из таких талантливых, целеустремленных, перспективных является молодой дизайнер одежды Хава Арапиева, которая свою жизнь связала с искусством и готова создавать, творить и созидать то прекрасное, что мы любим одевать. Сделали нашу марку, основали ее и потихоньку начали заниматься тоже на профессиональном уровне.
Выпускница Московского государственного текстильного университета имени Косыгина Хава Арапиева – модный дизайнер, лауреат 8-го международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Не раз принимала участие в неделе моды в Москве. В 2009 году коллекция «Чувственный силуэт» получила массу похвал и восхищений. Спустя год Хава создала новую серию одежды «Прет-а-порте». Как она говорит, музой для создания такой линии одежды послужило творчество испанского архитектора Антонио Гауди. Всего 32 костюма, и я все их посвятила Гауди. Почему Гауди? Гауди меня вдохновил этот художник своими работами, своей тяжелой жизнью, у него была тяжелая жизнь. Он очень долго и упорно шел к своей цели. То, что меня как раз в первую очередь вдохновило, также и я иду к своей цели, стремлюсь, стараюсь и вкладываю труд, все, что можно. Любимый твой дизайнер? Мой любимый дизайнер, на самом деле их несколько. В основном это самые наши любимые именитые, это Dior, естественно, Chanel. Но также вот сейчас одни из моих таких вот любимых, которыми я часто за которыми я слежу, это Dries Van Noten. Дизайнер очень хороший, он все продумывает, все делает хорошо. Потом мне нравятся часто мужские дизайнеры, я очень люблю мужскую одежду. И мне нравится дизайнер Нейл Барретт, мне нравится Burberry, как они выстраивают как женскую коллекцию, так и мужскую коллекцию. То есть это дизайнеры просто потрясающие, на мой взгляд. Вот я вижу, у тебя коллекция тут полностью женская, да? Вся коллекция. Женская, да. Мужскую я смотри. очень хочу делать, и может быть это будет в ближайшем будущем, но как я не хочу разрываться, сначала хочу хорошо женское что-то сделать, то есть прям выстроить так, чтобы это все было прям очень хорошо, а потом мужскую начну делать попозже. Кто у тебя любимый художник? Художник, мне нравится Ван Гог, мне нравится тот же Модильяни, Гоген, Моне, мне все они нравятся, люблю импрессионистов. По твоему творчеству кто ближе? Часто просто вдохновлялась Ван Гогом. Хава человек деятельный, целеустремленный и не останавливается на достигнутом. В этом году она открыла свою студию. В этой студии под брендом Хава Арапиева работает ателье, где создается одежда для тех, кто любит выглядеть модно, стильно и изящно. Сколько у тебя коллекций уже есть? Коллекций 5, таких больших, серьезных 5 коллекций. А твоя любимая коллекция какая? Наверное, последняя. Она прям на азиатскую тематику, это то, что мне очень близко. И близко с самого детства, и не знаю почему. Может, это потому, что я родилась в год дракона. Может, потому что это похоже? Может, потому что я похожа, я не знаю. Модель, она только заходит, чтобы пройтись. То есть они заходят, они проходят, такую маленькую проходку делают. А вот она только заходит, и я знаю, что это моя модель. Я не знаю, как это как-то на уровне ощущений. То есть я сразу знаю, что я ее беру. Каждый раз к новому показу мы пишем новую музыку. Я говорю диджею, что мне нравится, что я хочу по ощущениям. И он уже присылает мне трек, то есть там 6-5 треков на 15 минут самого показа, уже все сведенные в одну единую композицию. И я говорю, например, что мне там вот это нравится, вот это не нравится, можешь вот это поменять с этим местом. То есть, и получается очень хорошая длинная композиция, просто прям хорошо ложится на показ, на весь. Хава Арапиеву поддержит ее отец, который рад помочь родной дочери, с уважением относится к ее выбору. Он говорит, что талант человека – это главное, и поэтому его надо развивать. Меня очень сильно поддерживают родители, папа, мама. Мама вообще все время меня поддерживает. То есть она мне помогает как с созданием коллекций, так и с какой-то организацией. То же самое папа делает. То есть он именно участвует в моей деятельности, он именно помогает физически, морально, я не знаю, как по-другому. Вот, то есть, если не они, конечно, я думаю, что было бы мне очень-очень трудно. И, может быть, я не достигла таких высот. Нам это нравится, мы ее поддерживаем, потому что все по-настоящему, это не придумано. И это идет от них. Надо верить в свое, надо делать то, что Богом дано. Не каждому это дается, и раз тебе дано, значит надо это реализовать. И это нужно. И главное верить в себя. Веришь, и в тех другие поверят. Вот когда наступили серьезные моменты по нашим дочерям, ответственные моменты, в какой-то серьезной выставке выступить, где-то в показе поучаствовать, напряжение серьезное было, ответственность большая.
мы все нервничали, а они были спокойны. Потому что они знали, чем они занимаются, они верили в свое, и мы за ними шли. И идем за ними. Хава Арапиева пошла своим путем, не оглядываясь на устои в моде. Каждая деталь, цвет, выбор материала и даже модели в ее коллекциях полностью соответствует собственным мыслям и представлениям. Она очень тщательно подходит к каждой своей коллекции. У нее очень много фантазий и идей, которые старается воплотить в реальность. А сейчас у нас здесь разложена коллекция моя в эскизах. Мы готовим ее с режиссером к показу, выстраиваем выходы по очередности выходов. Вот, это вся коллекция. 33 выхода. Коллекция Это новая большая. коллекция, Это да? новая коллекция весна-лето 2012. Я рисую всегда эскизы ручкой одной линии, то есть нет такого, что я отрисовываю сначала карандашиком, а потом все это сверху Но ты обвожу. уже нарисовал этот эскиз, знаешь, какой материал, какой цвет и что. Когда уже. я отрисовываю коллекцию, я очень Чувствуешь, долго да? выбираю ткани и очень долго думаю потом, какая вещь из какой ткани будет шиться. В основном всегда, когда я выбираю ткани, они уже сложены все в определенной цветовой гамме, то есть я знаю, сколько будет цветов, знаю, какая ткань к какому эскизу будет уже придумываться, создаваться и отшиваться. Вот когда вдохновение больше всего у тебя приходит? Вечером, ночью, 4 утра, в 3 утра, в 2 часа ночи. То есть в основном ночью, когда все спокойно, тихо. Наша землячка Хава Арапиева стала одной из постоянных участниц недели моды в Москве. Она зарекомендовала себя преуспевающим модным дизайнером одежды. И вот на днях в Москве прошел очередной показ «Осень-зима», где также приняла участие Хава Арапиева. Она посетила свою коллекцию Азии. Мы продолжаем нашу программу, и мы надеемся, что вы еще с нами. Эта поездка подарила нам новые приятные знакомства. Мы приобрели хороших друзей с чувством юмора, талантливых и целеустремленных. Таких людей тянет друг к другу как магнит. Розу всегда сводит судьба с ним. На этот раз Роза встретилась обаятельной, очаровательной и перспективной женщиной, которая не останавливается на достигнутом. Не раскрывай секретов. Слово Розе. Добрый вечер, дорогие друзья. Порой кажется, что в жизни все сложно и непросто. У нее вышло наоборот. Был дан один совет, и все решилось. Но прежде она закончила школу на золотую медаль, получила 2 высших образования, является кандидатом юридических наук. Марета Пугоева мечтала стать журналистом. Для нее были открыты все двери для карьеры. Как и у любой девочки, золотые украшения вызывали у нее восторг. И свою любовь она воплотила в реальность. Прекрасные создания тянутся к прекрасному. Добрый вечер, Марета. Добрый. Скажи мне, пожалуйста, что необходимо для деловой женщины в первую очередь? Я думаю, что для любого делового человека, будь это мужчина или женщина, самое главное – это быть честным по отношению к своим партнерам, знать, чего он хочет в этой жизни и идти к этому. А вот что тебе в жизни помогает идти к этому? Помогает, во-первых, наверное, моя мечта. То есть мои амбиции, но в таком хорошем понимании, да, потому что мне всегда мало бывает то, что я сделала, мне всегда хочется больше, иногда, наверное, кто-то меня, если слушает, думает, что-то она совсем замахнулась. Но вот у меня такой характер, мне всегда надо Что-то больше. больше, причем намного больше. Но вот в твоей жизни вот так получилось, что ты стала заниматься ювелирными изделиями. Да. Откуда это пришло? Это у тебя внутри было? Это любовь к, Я не знаю, то есть украшениям? Что не это? скажу, что я об этом мечтала с детства. Естественно, я украшения, как и любая женщина, любила, может быть, немного больше, чем кто-то. Но главным критерием для меня был отбора, скажем так, идет мне или не идет. То, что это станет делом моей жизни, я никогда не думала. Ну, так как-то, видимо, в этот момент сошли звезды или так ветер подул, что в какой-то момент это стало реальностью. А Теперь вот- я это очень люблю. А что тебе тяжело в твоем бизнесе? Тяжело? Честно? Честно. Вообще ничего. Хорошо, а что самое легкое в твоем бизнесе? Самое легкое? Ну и легкости, скажем так, особой нет. Ну, не то, что у меня вообще проблем нет. Проблемы такие обычные рабочие моменты, ну, которые быстро решаются.
А легкое, наверное, мне просто бывает в силу своего характера проще бывает с людьми договариваться. Договариваться с партнером, то есть на какие-то более выгодные условия. А партнеры бывают надежные или... Ну, у меня не бывает Встречаются. таких партнеров, которые, допустим, могут как-то влиять на мой бизнес. У меня нет таких партнеров. А то, что требуется от них, то есть меня еще ни разу никто не подводил. Нет. А как ты думаешь, что вообще ты удачливый человек? Вообще, все, о чем я мечтала, или мечтаю, да, ну, в принципе, постепенно у меня сбываются, опять же. Вот. Ну, как в последнее время по телевидению есть такая интересная реклама, хорошо, что не все мечты сбываются. Если что-то и не сбылось, я так думаю, что и хорошо, что не сбылось, значит, это не очень нужно было. А тебя хватает на свою семью, на то, что ты делаешь, на твое любимое дело? Любимое мое дело – это уже теперь моя профессия. На семью. С семьей мне очень повезло. По компании они меня поддерживают. То есть у меня не бывает проблем каких-то бытовых. Я всегда знаю, что у меня дома все ровно, все спокойно. Ну, времени, наверное, им хотелось бы почаще меня видеть. Ну, так как они понимают, что я очень занята, поэтому они с пониманием к этому относятся. Марета о своем золотом деле может говорить часами. Вся эта суета, поездки, договоры, знакомства доставляют ей удовольствие. Ну, вообще началось, наверное, как и любой кавказской женщины. Я всегда любила украшения, но никогда это не было моим. Никогда не думала, вернее, что это будет моей профессией, делом моей жизни. Но, видимо, так было готовано свыше, что я пришла к этому. То есть вначале я была просто покупателем. Потом, подружившись уже с этими людьми, втянулась в это и постепенно, вот, 3 года назад приобрела уже свой завод. А это где? Это в Италии. Меня с самого начала так все это затянуло, мне так это все нравилось, что я даже не понимала, какие меня трудности ждут потом. То есть вначале для меня вообще не было никаких трудностей, так мне это все нравилось. Ну, а сейчас, конечно, я так понимаю, что это не все так, как я себе там рисовала. Трудности есть определенные, но, в общем, нормально справляемся. Изначально купила уже завод, он был с именем, но они раньше специализировались, вернее, на изготовлении предметов роскоши. То есть это были не носибельные украшения, скажем, для женщин, а были какие-то статуэтки, рамки, часы из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней. Вот. Когда уже я решила этим заняться, мне пришлось переделать. Мне, так как я женщина и сама очень люблю украшения, я уже решила делать украшения, которые могут носить все. Имидж бизнес-леди очень привлекателен благодаря тому, что втайне о нем мечтает каждая из нас. Знакомство с Маретой Пугоевой зарядило нашу группу положительными эмоциями. Приятно, что судьба сводит с такими замечательными людьми. В планах, конечно, бы как патриотки в Ингушетии, мне бы хотелось первый свой магазин сделать в Ингушетии. Ну, не знаю, насколько это будет реально, но это меньше всего зависит от меня. Вот. Изделия для меня они самые красивые, не знаю. А сама ты предпочитаешь какие? Я люблю все. Да, Причем каждое изделие, которое делают мои дизайнеры, в принципе, всегда последнее слово бывает за мной. Вот. Естественно, конечно, мне это уже нравится, потому что все бывает под моим чутким руководством. У тебя работают дизайнеры. Сколько человек? Какой у тебя штат? Так, у меня таких серьезных ювелиров, которые именно непосредственно делают, 16 человек. 8 дизайнеров у меня, из них 4 на постоянной основе, 4, которые бывают когда-то там нам по необходимости работают. Ну и все там остальное, там шлифовщики, гравировщики, то есть это уже остальное. Таких основных ювелиров у меня 16. А вообще для женщины, вот такой как ты, это сложная работа? Сложная, ну, знаете, для мужчины, для женщин, наверное, для тех в бизнесе, наверное, нет понятия мужчина, женщина.
в каких-то, допустим, делах или в каких-то ситуациях, то, что я женщина, мне, наверное, даже помогает. Да, потому что все равно где-то люди любят, когда им улыбаются. Не то, что любят, но если они видят перед собой открытое лицо, если человек улыбается, это их все равно располагает. Вот. То есть мужчина не всегда может себе позволить там улыбнуться, а для женщины это нормально. Это тебе помогает, да? Помогает, конечно. Мне повезло. Вот. Моя работа, наверное, вот это и есть мой личный. Твой отдых, да? Да, мой отдых. Ну и опять же, то, что вот находится в Европе, это, естественно, и путешествия, это и встреча с интересными людьми, и вообще все по миру посмотреть. Ну хорошо, а вот в планах на будущее, что у тебя, что-то интересное, грандиозное будет? Ну, самые ближайшие планы, это я хочу сделать коллекцию, вернее, ее уже начали делать, так, небольшой секрет выдам, из редких и очень красивых изумрудов. У меня у моей мамы зеленые глаза. И я ее хочу назвать именем своей мамы, у нее красивое имя, ее зовут Лиза. Вот. Хочу сделать такую коллекцию, посвященную своей маме. Там будут присутствовать только изумруды всех оттенков и вообще огранок, какие вообще бывают. Марета, скажи мне, пожалуйста, вот те изделия, которые вы изготовляете, ты сама носишь? Да, я сегодня в них. Сережки, да? Серьги, да. Кольцо. Да, это всего. Ты камень какой? Да, изумруд. Я, в принципе, люблю все камни. Я могу носить от самых дорогих и самых недорогих полудрагоценных, ну вот смотря в каком оно изделии. Люблю камни все. А есть предпочтение только золото или же это может быть дорогая бижутерия? Я ношу, я всеядная. Я даже в обычной жизни чаще хожу в бижутерии. Первая выставка, где будет эта коллекция? Первое, вообще, конечно, вот насчет выставки, у меня планы такие, я хочу, конечно, первую сделать в Базеле, в Швейцарии. Вот, а там уже как получится. Ну, удачи тебе. Спасибо. Уравновешенная, самоуверенная и деловая женщина знает себе цену и во всем разбирается. Так пожелаем же ей не сойти с усыпанной драгоценностями дистанции. Ну а с вами была Роза Бекова. До новых встреч! Мы эфире, и тема молодежи неиссякаема. Пока ты молод, тебе интересно испытать себя на прочность, Понять, на что ты способен. проявить себя на деле и посоперничать равным себе по интеллекту. И с таким мы тоже встретились и поняли, что сила, ум и профессионализм – это важные аспекты в жизни каждого молодого преуспевающего человека. Наша молодежь очень активна, особенно та, которая живет и обучается вдалеке от родины. И это нас очень радует. Несмотря на то, что молодежь основное время проводит в учебе, каждый из них занимается любимым делом. В основном молодые ребята выбирают спорт и занимаются профессионально. Они понимают, что спорт – это одно из главных условий формирования здорового образа жизни. Наши ребята целенаправленно идут к осуществлению своих задумок. Они участвуют в различных спортивных соревнованиях, получают награды, а родители, в свою очередь, поддерживают и гордятся ими. 8-кратный чемпион России, 1-кратный чемпион по комбат-гриплингу, 15-кратный чемпион Москвы, чемпион мира, обладатель Кубка Японии, призер Европы. Комбат-гриплинг – это, как бы можно сказать, одно из ответвлений ММА. То есть есть такая организация, вот, и это вот одно из этих ответвлений. То есть там то же самое, все же абсолютно вольно все, то есть и руками, и ногами, естественно, вольная борьба. То же самое как бы и без правил, только со снаряжениями. Как бы. Голову закрывая. Несколько видов спорта включает в себя, да? Или... Да, учитывает вот именно снаряжение, защита головы. Начиналось в Ингушетии, это было мне где-то 6-7 лет. Вот. Там я занимался просто для себя, просто как хобби у меня это было. Потом, когда уже переехали в Москву с семьей, уже как бы более начал профессионально идти. Меня это просто затянуло. Там были очень много и тренировок, много дал сил этому. Вот. Ну, то, что тебе нравится, ты всегда и доводишь до конца и к чему-то приходишь. Как бы. Естественно, в первую очередь радовать своих родителей. Это в первую очередь. Как бы. Отцу своему, то есть отца радовать. Потому что отец был больше заряжен даже, чем, наверное, я. Вот, потому что где вы, что, как, он везде, он активный, рядом был, да, он чуть ли даже, наверное, сам вместе со мной.
Вот. Его поддержка, конечно, очень помогла мне. Вот. И духом подняла тоже. Стараюсь не смотреть на все свои медали, сколько у меня, где мне надо, где у меня предел, где мне нет. Я считаю, что никогда нет предела. Нет предела совершенства. Нужно дальше идти. Тем более, если ты поставил цель. Ты стараешься не смотреть количество кубков, ты смотришь качество, что к чему пришло. Кубки, а не кубки, да, это как бы результат твоей работы, результат твоего труда. Вот. А там уже как вот. Главное вот это знать. Тогда вот в жизни и в спорте всегда до успеха. Некоторым по душе игра в шахматы, ведь шахматы – игра не для каждого, а только для тех, кто действительно уверен в силе своих знаний. Многие исследователи отмечают, что шахматы позволяют человеку развивать свой интеллект, а многие любители сравнивают игру с жизнью, как там, так и здесь, предугадываешь ход. Я гроссмейстер по шахматам, моя профессия выступать в соревнованиях, готовиться к ним. Вот. Но кроме этого я еще учусь в аспирантуре в Российском государственном социальном университете. Как давно ты занимаешься? Научился играть в 5 лет, так играл с друзьями, с родственниками, а в секцию пошел в 7 лет, и, в общем-то, с этого момента шахматы вошли в мою жизнь. Расскажи мне, какие достижения у тебя есть во времени? Ну, на юниорском уровне чемпионом Европы был, чемпионом России, чемпионом Азии. Я просто сам родился в Киргизии, когда еще там выступал. Среди мужчин чемпионом Киргизии, чемпионом Калмыкии. Вот в составе команды Томс 400 4 раза чемпионами России были, 2 раза чемпионами Европы. Лига чемпионов проводится среди клубов шахматных. Вот турнир мы выигрывали. Такие основные достижения. Я думаю, что в шахматах, наверное, как и в любой другой сфере деятельности, нужно гармоничное развитие. Если чего-то не хватает, то это обязательно скажется. Вот. Но такие общепризнанные все-таки это внимание, усидчивость и аналитическое мышление. Потому что помимо того, что приходится играть, еще приходится думать о том, как расти дальше. Вот. Ну, я еду на турниры в Нальчике. Это будет Кубок России по быстрым шахматам, Гран-при. Один из этапов турниров. Ну, турнир достаточно важен для меня в спортивном плане, хотя быстрые шахматы – это новое направление, он только развивается, но я думаю, что я там буду одним из фаворитов, и задача, конечно, победить. Дома как тебя поддерживают? Ну, все болеют, следят сейчас, можно смотреть даже партии по интернету, поэтому чаще всего в соревнованиях, в которых я выступаю, во всех есть такая трансляция, поэтому дома всегда знают, что у меня происходит каждую минуту, вот, ну и, конечно, поддерживают. Но вообще с детства моим шахматистом любимым был всегда Роберт Фишер. Скажем так, для меня это человек, который в чистом виде любил шахматы, и во многом из-за этого его карьера оказалась короткой. Каждый человек должен соблюдать законы и отстаивать свои права. Это свойственно в основном молодым ребятам. Они понимают, что знание закона поможет определиться в жизни, и поэтому многие из них выбирают юридические вузы. А благодаря знаниям, полученным во время учебы, они блестяще справляются с работой. Ведь профессия юрист во все времена была одной из самых востребованных, интересных и многогранных. Сегодня услугами юриста пользуются все больше и больше людей. Когда школу я заканчивал, особо такого трезвого не было у меня взгляда на жизнь в таком возрасте. Это было 16 лет, тогда в голове ветер был. Но что я хочу сказать. В школе, когда я учился, я вот для себя одно точно знал, то что не хотелось быть на каких-то на вторых, третьих ролях. Хотелось быть сидеть в офисе, чтобы быть на какой-нибудь руководящей должности, ездить на дорогой машине, как у любого молодого человека. Вообще тернистый такой был путь. Сначала начинал с самых низов. Работал со стройки, был грузчиком, то есть сначала подрабатывал как-то и понимал в этот момент, что надо учиться. То есть 15-16 лет многие молодые люди они не понимают, что надо учиться, что вообще образование нам нужно. А вот меня что-то подтолкнуло, какая-то была мотивация. То есть с самых низов, я посмотрел, если не буду получать образование, я на этих низах как раз и останусь. Первое, куда я поступил, был Московский колледж управления новых технологий на тот момент, на специальность государственного муниципального управления. В дальнейшем, я уже когда закончил, я пошел работать более как-то по специальности в налоговую инспекцию. Вот именно в налоговой я получил опыт общения, самое главное это общение с людьми. В дальнейшем была Всероссийская государственная налоговая академия при Министерстве финансов Российской Федерации. Я получил, академию налоговую закончил, получил квалификацию юриста.
Также было повышение Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по тоже налоговому администратированию. И финансовая академия при правительстве Российской Федерации тоже по налогообложению по физическим лицам. Советовал, ребят наши заканчивают такие вузы, они сразу же хотят там на огромную зарплату устроиться, хотят все сразу, но все сразу не получается, тем более человек, который нет никакого опыта вчерашнего студента. Им надо начинать по-любому с малого. На самом деле очень красивая молодежь, и традиции у нас очень красивые, они потом сами люди тянутся. То есть надо показывать себя с лучшей стороны. Ты как покажешься, так и будет. Пообщавшись с ребятами, узнав от них много полезного и интересного, я поняла, что наша молодежь мыслящая и пытается изменить жизнь к лучшему и повысить рейтинг своего народа в глазах окружающих. В эфире «Молодежный формат». Мы продолжаем московский проект. С вами Залина и Ильяс. Последний день нашей поездки. Уставшие и утомленные, мы встретили необычную и позитивную девочку, которая своей улыбкой и чистой душой сняла на стресс. От нашей усталости не осталось и следа. Она подарила нам приятные минуты общения. Нам хочется, чтобы и вы прониклись любовью к этому очаровательному созданию. Ильяс, а ты помнишь, как она пела на улице? Как можно это забыть? Конечно, помню. Человек не может жить без музыки. Это язык, который каждый понимает, но не каждому удается окунуться в этот наполненный гармонией мир. Есть люди, которых природа наделила особым даром чувствовать музыку. В детстве многие, особенно девочки, мечтают петь, и не просто петь, а выйти на сцену и быть звездой. А для этого надо приложить немало усилий и заниматься вокалом, совершенствуя свой голос. Есть студии, где детей обучают этому искусству. Рагда Ханиева – ученица очень известной в Москве театрально-музыкальной студии. Сюда приходят звезды и дают мастер-класс начинающим исполнителям. Это музыкальная творческая студия, да, где есть и вокалисты, и танцоры, и ведущие, и любые сумасшедшие идеи здесь можно воплощать, и детям здесь комфортно. Вот скажите, вы как директор, как вы считаете, как могут себя дети здесь проявить, и как вы им помогаете в этом тоже? Мы, главное, не ломаем их. Самое главное – это не ломать, давать им возможность развиваться, как они хотят, и слушать ту музыку, которую им все-таки прививали с детства родители, желать, чтобы она была качественной и не советская, да, ничего плохого не хочу сказать про советскую музыку, но, к сожалению, все-таки надо ориентироваться на Запад, Европу фирменную и помогать. Слушать их и просто помогать их мысли воплощать в жизнь. Они могут сюда приходить в любое время, вне уроков, играть на барабанах, на гитарах, записываться в студиях, снимать, учиться монтировать фильмы, что угодно. И все их поддержат, любые сумасшедшие идеи только поддерживаются. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Вот скажи, сколько лет ты уже сюда ходишь? Я уже хожу сюда полгода. И что ты за эти полгода успела сделать? Я успела выучить 3 английские песни и выступить на сцене. Так, из какой песни ты выступала? Я выступала с песней «Нью-Йорк» и «Супервумен». Тебе больше нравится на каком языке петь? Мне больше нравится на английском. Так, а почему? Потому что он мне очень нравится и красиво поется. Вот так вот, да? А мама как поддерживает тебя в твоем творчестве? Поддерживает. Что она тебе говорит? Она мне говорит то, что постоянно должна заниматься, и я очень люблю, что ты этим занимаешься. Вокальных жанров много, каждый выбирает себе по душе. Рагда предпочитает один из сложнейших жанров – блюзовый стиль. У нее своя манера исполнения, она оттачивает свою вокальную технику. Grow up in a town, there's famous as a place, a movie scene. No, there's always now, there's sounds all around in the streets of me. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Send my face in lights, on my name and my case found on Broadway. Even if it always seems I got a pack full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing I can do. Now you're in New York. Рагда,
скажи мне, пожалуйста, какой стиль музыки ты предпочитаешь? Джазовый стиль музыки. А любимая певица джазовая какая? Алиша Кейс. Да, а ты знаешь ее песню какую-нибудь? Да. А ну можешь напеть нам? Ну, немножко. Everywhere I turn it, nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me. I hand my hand from sorrow, sliver to heaven or tea. I wear it on my shoulder, gonna find strength in me. Умничка, красотка ты просто. Так, а скажи, на ингушском языке ты пробовала петь? Пробовала. Так, и как? Ну, потихонечку. Получается, Да. Мгм. А ты будешь готовить какую-нибудь песню на ингушском языке? Буду. Название есть уже у песни? Диктор Зиз. Мгм. Может, чуть-чуть, пусть она споет. Может, споешь чуть-чуть? Давай. Ходилхам сандилха секирер вадук. Худика сандика секяде вадук. Делхасо тикасо сейнате зис атижандяр. Делхасо дикасо сейнате зис атижандяр. Какая ты умничка. Ой, а со скольки лет ты поешь? Я пою с 8 лет. А сейчас тебе 10. 2 Да. года только? Да. А как ты поняла, что ты хочешь петь? Вначале я рассказывала стихи. Выступала в школе вначале. Поняла, когда петь. Мне понравилось петь. Вот. И я попросила маму, чтобы она меня в какой-нибудь коллектив записала. И я начала ходить. И потом мне сказали, то, что у тебя все получается. И потом я поняла, то, что у меня пение получается. В общем, ты почувствовала, что это твое Да. призвание, да? Да. Мгм. А еще в творческую студию театральную ты ходишь. Да. Вот. А почему туда хочешь? Объясни нам, расскажи. Потому что вдруг у меня с пением не получится, и пойду в театральный. В общем, в любом случае ты видишь себя только в творческом Да. направлении, да? Да. Ну, какая ты молодец. А есть мечта какая-нибудь у тебя? Мечта? Ну, есть. Какая? Стать певицей. Непосредственность Рагды Ханиевой подкупает. Несмотря на юный возраст, она очень рассудительна. Хочется верить, что Рагда сделает успешную музыкальную карьеру. Может быть, скоро мы увидим ее на каком-нибудь детском конкурсе. Сейчас это увлечение, но в будущем может стать профессией. И тогда на эстраде загорится очаровательная новая звезда по имени Рагда. Я хочу передать всем Близким и родным. всем близким и родным привет. Хорошо. И песню споешь для них? Спою. Давай. Рано утром еще до восхода горы тянутся ввысь к синеве, оживает от солнца природа, тени в пропасть бегут по траве, чуть земля загорится по краю, грусть стеснит, пересохнет во рту, песня света взлетит, замирая в неподвластную мне высоту. Так звени, пробуждай вершины и беги босиком по траве, пусть услышат родные долины голос мой высоко в синеве. Так звени, пробуждай вершины и беги босиком по траве, пусть услышат родные долины голос мой высоко в синеве. Вот и подошло к концу наше путешествие по Москве. Эту поездку нам помогли осуществить наши спонсоры. Выражаем огромную благодарность Банку образования в лице Хизира Измайлова. Банк образования – это ваш надежный партнер. Банк образования является универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр банковских услуг физическим лицам и корпоративным клиентам.
Приоритетными направлениями нашего банка является совершенствование организации комплексного обслуживания физических и юридических лиц. Уважаемые граждане, двери банка образования открыты для вас. Мы рады каждому клиенту. А также благодарим закрытое акционерное общество «Производственное объединение Декор». Строим все виды объектов надежно и прочно, от фундамента до ключа. Также мы благодарим Комитет по делам молодежи за поддержку, ведь мы работаем сообща и освещаем работу молодежи. Надеемся, нас впереди ждут новые поездки, знакомства и приключения. А программа «Молодежный формат» рада вас знакомить со всем, что встречается на ее пути. А также программу молодежного формата вы можете посмотреть на нашем сайте ГТРК Ингушетия www.ingushetия.tv.ru. Приятная новость! Теперь все наши передачи вы можете смотреть в режиме онлайн. С вами этот вечер сегодня провели Залина Хаутиева и я, Лес Гатагаджи. Берегите себя, до новых встреч. Адик Хелшин, Мяш Тахлшин. Пока.